мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программа «Берегаляп Иряник». Программа для тех, кто любит учить татарский язык. Давайте знакомиться с нашими сегодняшними командами. Сегодня у нас в гостях семья Гумаровых, Лина и ее папа Альберт. Здравствуйте. Привет. И, конечно, семья Гайнутдиновых, Софина и ее папа Нияз. Лина очень творческий и веселый ребенок. Она обожает петь и мечтает стать певицей. Лина ходит на запись песен и клипов, принимает участие в различных вокальных мероприятиях, конкурсах, показах мод, а также выступает на благотворительных концертах. У Лины, как у настоящей звездочки, очень жесткий график. Кроме занятий в студии, она берет индивидуальные уроки в школе вокального мастерства «La La Land». По выходным Лина поглощена занятиями по актерскому мастерству и уроками рисования в художественной студии. А еще она любит снимать смешные ролики про себя и заряжать позитивом всю свою семью. И думаю, что можно не говорить о том, что все семейные праздники превращаются в концерт Лины и ее сестры Рианы. Лина, скажи, пожалуйста, у тебя очень много занятий. Как ты все успеваешь? Не знаю. Не знаешь, как все успеваешь? Но тут, наверное, больше родителям спасибо за очень плотный график. Спасибо маме. Спасибо маме, да? Лина, а кем ты хочешь стать в будущем? Парикмахером. Почему парикмахером? Не знаю. Хочется. Потому что тебе нравится делать красивые прически? Да. Ну, ты сегодня тоже шикарно выглядишь. Альберт, скажите, кем вы видите ее в будущем? Я не могу как-то за нее решать, кем я ее вижу, да? Пусть сама решит, когда. Мы делаем все, чтобы она попробовала и вокал, и немножко художественное направление, и в учебе, и вот... Ну, мы ее не ограничиваем абсолютно. И мы хотим, чтобы она была тем человеком, который сможет выбрать что-то из того перечня, как бы, начал, которое мы ей дадим. Ну, а свободное время-то у нее есть? У нее огромное количество свободного времени. При всем том графике, Конечно. который существует. Конечно. То есть времени на мультики у нее достаточно. Вот так вот. Но это самое главное для каждого ребенка — посмотреть мультики, отдохнуть. Я говорил, что ты очень хорошо поешь. У нас есть небольшой отрывок. Давайте посмотрим. Свет огней и зорницы от узоров на окне, словно шишки, синицы на деревьях во дворе. Снег искрит и кружится, оседая на земле. Дождь ждет, что случится, что-то ночью в декабре. Мы об этом узнаем самыми первыми, чудесами встречаем и цветными надеждами. Какой классный клип. Лина, скажи, пожалуйста, а ты все-таки больше певица, актриса или художница? Художка. Художка нравится? А кого ты Петь больше или всего любишь рисовать рисовать? Рисовать. Ну, а что любишь рисовать больше? Я вообще люблю человечков рисовать. Человечков рисовать. Много нарисовала? Ну, много очень рисую человечков. Ну все, в следующий раз мы с тобой встретимся, с тебя нарисованный человечек. Договорились? Давайте знакомиться с еще одной героиней сегодняшней программы. Ее зовут Софина. Она очень творческий ребенок, обожает петь и заниматься вокалом. И занимается, кстати, вокалом она с самого детства. В студии «Карамельки» Софина ходит на запись песен, участвует в различных мероприятиях и конкурсах. Она очень добрый и солнечный ребенок, любит быть в центре внимания и влюбляет в себя с первого взгляда. С легкостью избегает конфликтных ситуаций, чем еще больше вызывает уважение одноклассников. Посещает занятия по бальным танцам, изучает английский язык, Smart English, принимает участие в научно-исследовательских проектах. Софина хорошо рисует и фотографирует. У нее полно фотографий природы на страничке в Инстаграме. Софина умеет дружить и хорошо исполняет разные роли, как настоящая артистка. Скажи, пожалуйста, ты кем в будущем хочешь стать? Актрисой. Актрисой? Почему? Ну, мне нравится играть разные роли. Угу. Я иногда снималась в мини-эпизодах. И мне довольно-таки это нравится. В мини-эпизодах? А где снималась? Рассказывай. Ну, я снимаюсь в проектах «Шкодники». Угу. И у меня пока 2 ролика только было. Ну, я думаю, что станет больше и будут только главные роли. А скажи, пожалуйста, ты давно занимаешься вокалом? Нет,
Ну, в детстве занималась, и немножко перерыв был, и еще раз начала. И сейчас Ну, снова дальше начала. И продолжала. сколько... А ты вообще считала, сколько у тебя наград? Нет. Нет? Обязательно будет больше 100, я в этом очень сильно уверен. Нияз, чем занимаетесь в свободное время? Biz Safina bilan prиродада yol etamiz. Ham shulay qishang'ida yuramiz qishin. На каток ездим, катокта yuramiz. Она любит фотографировать, на природе фотографируемся. Ну и посещаем кинофильмы. Келешекте балагызны кем итеп күрәсез? Келешекте юлын ул үзе табыр дип уйлыйм. Ну, ләкин бәлкем ана бу актриса булыр. Актриса булыр. Бик яхшы, бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез. Мы начинаем нашу программу. Тема сегодня – время суток. В эфире первый тур нашей программы. Правила его очень простые. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о словах, связанных с темой нашей сегодняшней программы. Ваша задача – узнать, о чем же они говорят, дать правильный ответ, получить 1 балл и, конечно, радоваться. Вопросы мы будем задавать поочередно. С кого начнем? Кто первый будет? Кто будет первый? Давайте. Лина, начнем? Лина. С тебя. Ладно. Ладно, сказала Лина. Внимательно смотрим на экран. Это когда просыпаются дети потихоньку и начинают петь петухи. Люди в это время чистят зубы и делают зарядку. Завтракают, выходят гулять, на работу идут. Звонит будильник у меня, я просыпаюсь. В это время меня мама будет, потому что надо пойти в садик. Я в это время иду в школу. Интересно, что делают остальные в это время? Лина, скажи, пожалуйста, когда люди просыпаются, чистят зубы, завтракают? Утро. Утром. А почему так скромно? Это правильный ответ, а утро по-татарски иртя. Продолжаем со второй командой, внимательно смотрим на экран. В это время все спят, кроме совы. Она смотрит, где добыть еду, ну, мышей, зайцев. Ку-ку, ку-ку. Все спят, кроме сторожевых собак. Потому что у кого есть собака, она дом сторожит, и нельзя спать. Ну, боюсь, что динозавры за мной преследуют. Ну, я смотрела на компьютере, ну, где там динозавры охотятся на людей. И я подумала, что динозавры иногда существуют. Вечер, обед, день, утро, все проходит. Все поужинали, остается чуть-чуть времени играть, смотреть телевизор и потом спать. Итак, Софина, Это ночь. а почему ты так считаешь? Ну, потому что люди спят, а я не дала подсказку сова, потому что именно сова ночью не спит. Какая умница, какой развернутый ответ. Молодец, 1 балл в свою пользу, а ночь по-татарски тен. Продолжаем вместе с Линой. Линочка, ты готова? Да. Смотрим на экран. Взрослые в это время в работе, а у меня мама не в работе. Это прям по секрету. Беременная. Наступает обед, дети едят суп в обед. Я в это время буду в садике и играю с девчонками. Еще в это время дети играют. В это время я нахожусь в школе, делаю уроки и все остальное, все, что нужно для школы. Итак, Лина, о каком времени суток идет речь? Вечером. Вы можете помочь, День. Это же день. Это день. Я думаю, это вечер. Так. Лина, твой окончательный ответ. Прислушайся к папе. Давай. Утро. Я принимаю этот ответ, Лина. Это, к сожалению, неправильный ответ. Это, как подсказывал твой папа, был день. День по-татарски будет көн. Ты ни в коем случае не расстраивайся. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Молодец. Все будет хорошо. Игра наша только-только начинается. Софина, будем продолжать с тобой. Внимательно смотрим на экран. Мы раздеваемся и начинаем одеваться в свои домашние одежды. Это тогда дети идут уже домой после детского сада. Еще у них
наступает ужин дома. Это когда обед, день, утро, все проходит, и все идут, гуляют там с друзьями, ходят там на велосипедах, катаются. А взрослые идут забирать детей. Приходят с работы, отдыхают. Раздеваются, моют руки и начинают делать свои дела, а потом спать ложатся. И мама идет делать мне ужин, а я в это время немножко ШНТВ смотрю. Итак, Софина. Мне кажется, это день. Ой, вечер. Так, давай выберем. Мне кажется, это вечер. Вечер. Уверена? Да, На сколько процентов уверена? на 100. На 100. Молодец. Это правильный ответ. Вечер по-татарски киш. И на очереди 5-е слово первого тура. Его мы играем традиционно с помощью наших игрушек. Берите игрушки в руки. И я для вас сегодня решил устроить сюрприз. 5-е слово будут объяснять не наши девчонки и мальчишки, а я. Поэтому, как только я объясню это слово, кто первым нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Готовы? Да. Итак, внимание. Внимание, вопрос. Этот предмет бывает круглым или квадратным. Он висит на стене и имеет 12 цифр. Что это? Лина нажала первый. И твой вариант ответа? Часы. Часы. Это правильный ответ. Ты большая молодец. Часы по-татарски сагат. И после первого тура счет равный. Мы переходим ко второму туру нашей программы. Продолжаем учить слова на татарском языке. В эфире программа «Бергаляп и Ряник». Давайте вспомним слова, которые мы уже успели сегодня выучить. Итак, Лина, как будет по-татарски утро? РТ. Ирте, бикёша. Софина, ночь. Тын. Тын. Отлично. Лина, день. Кен. Абсолютно верно. Софина, вечер. Киш. Киш, яхша. И, Лина, тебе слово часы. Сагат. Бикёша. Мы продолжаем нашу программу. На очереди второй тур. И в этом туре мы проверим, насколько же хорошо работает серое вещество у наших героев, у наших команд. Итак, сейчас на экране появится серое вещество, это мозг. Сейчас на экране появится 9 картинок. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. У вас на это будет 15 секунд. Готовы? Да. Итак, напрягаем все свои извилины и внимательно смотрим на экран. Итак, время вышло. Давайте узнаем, где же какая картинка находилась. Софина, начнем с тебя. В какой ячейке, под каким номером находится вечер, киш? Под первый. Под первым номером. Да. Уверена? Да. Да. Давайте открывать ячейку номер 1. Там действительно вечер, киш. Ты большая молодец. Лина, где находится день, кын? Альберт, помогайте. 2. 2. 2. Ячейка номер 2. Давайте открывать и проверять. Это правильный ответ. Ты большая молодец. Это действительно ячейка под номером 2. Софина, где находится утро, ирте? 5. 5-я картинка, думает Софина. Неясно, согласны? Да. Да. Давайте открывать ячейку номер 5. Там действительно утро. То самое время суток, когда мы все просыпаемся и собираемся. Кто на работу, кто в школу, кто в садик, а кто просто по своим делам. Итак, Лина, где находится ночь, тын? 3 3. номер. Правильно. Правильно. Ну, давайте узнаем, правильно или нет. Ячейку номер 3 открываем и поздравляем вас, потому что это действительно правильный ответ. 5-й вопрос. Берем игрушки в руки. Как только я его задам, кто первым ответит, точнее, кто первым нажмет, тот и будет отвечать. А если правильно ответит, получит 1 балл. Итак, где находятся часы, сагат? 4. Софина была первой. Ячейка номер 4. Давайте проверять. Большая молодец. Это правильный ответ. Счет после второго тура вы видите на своих экранах. И наша программа продолжается. На очереди 3-й тур нашей программы. В эфире 3-й тур программы «Бергаляп и Ряник». Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Утро,
Ирте – ночь, тын – день, күн – вечер, киш – часы, сагат. В третьем туре нашим участникам предстоит решить небольшую головоломку. А сейчас на экране появятся 3 картинки, которые в сумме, в общем, дают одно слово. Для каждой команды будет своя головоломка. Ваша задача назвать это общее слово и объяснить, почему вы так считаете. Итак, с какой команды начнем? Лина, Софина, с кого начнем? Кого начнем? С нее сказала Софина. Лина, поэтому начнем с тебя. Первая головоломка для тебя. Смотрим внимательно на экран. Какое слово из сегодняшних объединяет все 3 картинки? Когда мы спим? Ночью. 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 Так, а при чем здесь тогда сказка? А мы перед сном, я тебе частенько перед сном что читаю? Сказку. Сказку. Значит, ваш ответ? Ночь. Ночь. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте посмотрим на экран и узнаем правильный. Это действительно ночь. Молодец. Перед тем, как уснуть, мы читаем сказку. Если не можем уснуть, читаем овечек. И ночью можно видеть звезды. Вот так вот связаны все 3 картинки со словом «ночь». И переходим ко второй команде. Софина Нияз, внимание на экран. Что мы здесь видим? Петуха. Так. То, что дети делают зарядки, и ребенок чистит зубы. Так, и Это утро. утро. Потому что, в деревне иногда по утрам петухи кричат. Так. Еще утром дети делают зарядки, и чистят зубы. Уверены? Да. А может, это часы? Нет. Нет. Я принимаю твой вариант ответа. Мне кажется, это утро. А ты сказал, что это утро. Давайте узнаем правильный вариант. Точнее, не вариант, а правильный ответ. Это утро. Ты большая молодец. Пора подвести итоги сегодняшней игры. Счет игры вы видите на своих экранах. И мне кажется, неважно, кто победил, а самое главное, что мы сегодня выучили новые слова на татарском языке. И всем нашим участницам мы дарим памятные подарки. Нашим прекрасным участницам мы сегодня дарим эксклюзивные перчатки с логотипом телеканала Шаян ТВ. Я надеюсь, как только станет холодно, вы их наденете и будете вспоминать те слова, которые мы сегодня выучили. На сегодня пора прощаться. Мәгълүм, дөнья көтү заман өчен файдалырак телләр бар ада. Тик шунысы хак. Фақат туган телдә иман иңә кеше җанына, дип язган Равиль Файзуллин. Учите языки, никогда не забывайте свой родной. На сегодня все. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока.